Экстренная медицинская помощь пострадавшим. На все про все 30 минут. За это время нужно и контакт с пациентом установить, и диагноз поставить, и решить, кого, как, куда эвакуировать. Все приближенно к жизни модели, это были реальные люди. При подготовке к данному этапу мы отрабатывали скорость и качество. Необходимо, чтобы было видно нашего капитана, чтобы мы четко отрабатывали свои действия. Сердечно-легочная реанимация – этап, на котором наша команда заработала максимальное количество баллов. Все действия доведены до автоматизма. Плюс в региональном центре медицины катастроф есть современное оборудование. А потому со всеми медицинскими ноу-хау наши врачи на «ты». Не у всех команд есть возможность готовиться к данному этапу, потому что не у всех лечебных учреждений есть возможность тренироваться на таких высокотехнологичных манекенах. У нас, к счастью, эта возможность есть. Да, много команд были не подготовлены, не в такой мере подготовлены, как мы, поэтому наш результат настолько высок. Быть перерожденным гонщиком, но при этом не нарушать правила дорожного движения, да еще и оказывать первую помощь пострадавшим. К водителям экстренной службы особые требования. Александр Юрасов за рулем скорой 5 лет. Опыт помог пройти этап без нарушений. Но даже если бы в Перми ошибку ему и простили, в настоящей жизни он себе этого позволить не может. Довести как можно быстрее. Если есть такой случай, то что случаи бывают очень тяжелые, больные перевозим. Надо довести очень быстро и как бы аккуратно. У нас очень даже хороший автопарк на данный момент. Так что пока справляемся. 60 бригад скорой медицинской помощи, ведущие федеральные центры. Самый лучший результат наша команда показывала 2 года назад. Стали 11-ми. В этот раз к всероссийским соревнованиям подошли серьезно. Готовились больше 3 месяцев, несмотря на плотный рабочий график. Выезжают практически ежесменно в далекие, отдаленные наши территории Республики Коми. То есть сегодня у нас фельдшер улетела, кстати, участник команды, она улетела в Калининград для выполнения санитарного задания. Еще один фельдшер сегодня отправилась в Москву, тоже для выполнения санитарного задания. Но другие фельдшера вот у нас по республике ездят, выполняют свою функцию. Сегодня служба медицины катастроф – одна из самых динамично развивающихся. Наши медики решили всерьез заявить о себе на федеральном уровне. Тем более ни с оборудованием, ни с мастерством у нашей экстренной службы проблем нет. Виктория Палкина, Павел Ульянмин, телеканал Юрган.